Ассаламу алейкум, в эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хацеев. Сегодня у нас в гостях начальник отдела растениеводства и овощеводства Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики Магомадов Резихан. Резихан Машлов. Дели Самашу. Как мы знаем, что Чеченская Республика активно развивает сельское хозяйство, и в связи с этим мы сегодня вас позвали к нам в гости. И наш первый вопрос, он касается, как вы оцениваете текущее состояние сельского хозяйства Чеченской Республики? Дели Клушу. Сельское хозяйство Чеченской Республики на сегодняшний день демонстрирует устойчивое развитие. Благодаря поддержке руководства региона Рамзана Ахматовича Кадырова и реализации государственных программ последовательно увеличивается объем производства сельскохозяйственной продукции, модернизируются сельскохозяйственные предприятия, развивается фермерское сообщество. Безусловно, отрасль сталкивается с определенными вызовами, такие как неблагоприятные погодные условия. Это как никогда актуально в этом году. У нас в этом году был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Также, как мы наблюдаем, рост цен на горюче-смазочные цены поднимаются. Несмотря на все эти негативные факторы, общим динамика развития сельского хозяйства является положительной. А какие направления агропромышленного комплекса сегодня развиваются наиболее активно? Активно развиваются все направления агропромышленного комплекса. Это растениеводство, животноводство, перерабатывающая промышленность. Но более подробно хочу остановиться на растениеводческой отрасли, так как я курирую данное направление. За последние годы в данной отрасли достигнуты значительные результаты. Увеличились пассивные площади. В этом году у нас пассивная площадь во всех категориях хозяйств составляет более 300 тысяч гектаров. Если сравнить это с десятилетней давностью, увеличение пассивных площадей у нас составляет более 60 тысяч гектаров. Ежегодно у нас увеличиваются пассивные площади за счет проведения культуртехнических мероприятий. Также увеличивается валовой сбор по основным сельскохозяйственным культурам, урожайность 1 гектара. Хочу отметить также строительство высокотехнологичных теплиц у нас в республике. Всего у нас площадь тепличных хозяйств составляет более 500 гектаров. Из них 100 гектаров являются высокотехнологичными теплицами. Приоритет у нас еще отдается производству масличных культур и увеличению кормовой базы для сельскохозяйственных животных. А какие результаты отрасли показали за последний год? За прошедший год отрасли растениеводства достигнуты все прогнозные значения. По валовому сбору зерновых культур. В прошлом году у нас валовой сбор зерна составил более 600 тысяч тонн зерна в зачетном весе. Это на 28% больше плановых значений перевыполнения. Также хорошие результаты по производству масличных культур, объем которых составляет более 130 тысяч тонн. В прошлом году мы собрали столько масличных культур. Ну и, как я ранее отметил, производство овощей в защищенном грунте. В прошлом году у нас объем производства составил более 50 тысяч тонн овощей в защищенном грунте. Все эти результаты были достигнуты за счет оказываемой региональной и федеральной поддержки нашим сельхозтоваропроизводителям, а также своевременном проведении агротехнологических мероприятий. Это научно обоснованное внесение минеральных удобрений, применение средств защиты растений. Наш сельхозтоваропроизводитель, благодаря им, данная отрасль демонстрирует уверенный рост, благодаря их труду. И у нас такие показатели. Ежегодно динамика хорошая. Какие-то меры поддержки существуют для фермеров и сельского В рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства Чеченской Республики для жителей региона, для сельхозтоваропроизводителей доступен широкий спектр мер государственной поддержки в виде субсидий, начиная от грантовой поддержки для начинающих фермеров до возмещения части затрат, понесенным сельхозтоваропроизводителям на закупку элитных семян, реализацию зерновых культур, по закладке садов, многолетних насаждений садов и виноградников и мелиорации. Насколько востребованы грантовые программы? Сегодня у нас пользуются наши сельхоздеятели этими? Грантовая поддержка в нашем регионе пользуется большим спросом. Ежегодно увеличивается количество людей, которые хотят участвовать в грантовой поддержке. Для всех них у нас создано в Министерстве Центр компетенции. Кто именно интересуется грантовой поддержкой, может обратиться, с ними проведут консультацию. Если он подпадает под критерии, естественно, он может пройти отбор.
Также вот, то есть единственная проблема ограниченностью мест у нас ежегодно выделяются денежные средства. Вот, единственное вот, ограничение это с местами у нас количество выдаваемых грантов. А какие инвестиционные проекты сельского хозяйства сейчас реализуются в республике? Большие проекты есть? В сельском хозяйстве реализуются различные инвестиционные проекты по абсолютно разным направлениям. Это прежде всего строительство тепличных хозяйств, закладка многолетних насаждений садов и виноградников и расширение мелиоративной инфраструктуры. Все эти инвестиционные проекты в будущем способствуют увеличению производства сельскохозяйственной продукции и, естественно, созданию новых рабочих мест. А внедряются ли какие-то современные технологии, цифровые решения, допустим, в сельскохозяйственной сфере? Да, внедрение современных технологий является одним из приоритетных задач министерства. Современные технологии улучшают качество проводимых работ, эффективность повышает проводимых сельскохозяйственных работ. В последнее время наши сельхозтоваропроизводители все чаще начали использовать беспилотные летательные аппараты, дроны, для проведения мониторинга состояния посевов, выявления поврежденных участков. Это очень помогает им в работе. Также с помощью дронов они проводят опрыскивание средствами защиты растений. Все эти технологии нашим сельхозпроизводителям помогают в их работе. Как вообще, если вас спросить, проходит работа по привлечению молодежи в эту сферу? Привлечение молодежи тоже министерство является одной из важных задач привлечения молодежи и популяризации сельскохозяйственной профессии. Министерством проводится взаимодействие с профильными образовательными учреждениями. Мы популяризируем данный вид работы сельскохозяйственной профессии. В прошлом году у нас в рамках госпрограммы были созданы 2 агрокласса в Серноводском районе. Закупили все необходимое оборудование, работаем в данном направлении, чтобы популяризировать данный вид профессии. И на сегодняшний день хватает ли в этой сфере квалифицированных специалистов? Вообще в самой сфере хватает квалифицированных специалистов? Безусловно, потребность квалифицированных специалистов сохраняется. Это прежде всего по агрономам, ветеринарам, зоотехникам и механизаторам. Ну, как я ранее говорил, министерство проводит в этом направлении работу с профильными образовательными учреждениями, помогаем молодым специалистам. Тот же самый реализация грантовой поддержки, стараемся более молодых желающих, чтобы они занимались сельским хозяйством. Эта работа министерством проводится. Допустим, смотрите, такой вопрос. Если я сегодня надумаю заняться, допустим, сельским хозяйством, да, то есть, надумаю я посадить морковку, Мгм. и мне нужен огромный участок земли. Мгм. Насколько сложный это процесс, В допустим? зависимости, сколько гектаров вам нужно земли. Если у вас есть собственная земля, вопрос, если у вас нету, то вам нужно в первую очередь определиться с земельным участком. В аренду же можно брать? Аренду можно взять сельскохозяйственные земли. Это нужно обратиться в Министерство имущественных земельных отношений. Если есть свободный участок, они, безусловно, вам выдадут Это аренду. сначала мне нужно идти в Министерство, Земельных имущественных Земельных отношений. имущественных Да, они отношений. выдают аренду. а потом уже к вам. Потом, если у вас есть какие-то вопросы, мы проведем консультацию. Если вы подпадаете под меры государственной поддержки, конечно, вам окажут государственную поддержку. А если, допустим, бывает такое, что человек посадил поле кукурузы, Мгм, не урожай, у него все пошло, так сказать, мгм, под откос. мгм. Как ему быть в такой ситуации? Для этих случаев у нас в республике есть страховые компании. У нас функционирует одна страховая компания в сфере То есть сельского такое есть, да? Да, в сфере сельского хозяйства это Россельхозбанк страхование. На эти случаи сельхозтоваропроизводитель заранее страхует свои посевы. В случае, если обоснованные потери урожая, там неблагоприятные погодные условия, различные независящие от вас факторы, то вам будут возмещать нанесенный ущерб. Но если вы по халатности, естественно, просто посадили и ничего не делали, это, естественно, вам никто не будет возмещать. Это в силу независящих от вас факторов, если понесены потери, да. Резихан Дересов. Масана. Я напоминаю нашим зрителям, у нас сегодня в гостях был начальник отдела растениеводства и овощеводства Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики Резихан Магомадов. Да, это был что? Амин, дай